Здравствуйте, это новости Татарстана. В студии Лина Зинатуллина. И вот о чем сегодня в выпуске. Родина будущих инноваций. Просим утвердить и дать старт обратному отчету по включению спутников Юпитера-Ио. На открытии штаб-квартиры Алабуга Политех побывал Рамиль Шайдуллин. Тройное счастье и сложности, умноженные на 3. 4 штуки. Это вот упаковка, которая уходит на одни сутки жизни 3 детей. Как справляются родители тройняшек и какая поддержка им необходима, расскажет Вероника Гайнутдинова. Любовь к делу всей жизни, любовь к людям не дают мне стареть, говорит она. Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Заслуженным учителем Республики Татарстан, который уже 74 года пообщалась Алия Хайрудинова. В Татарстане выясняют обстоятельства резонансного видео, где избивают детей. Сегодня в соцсетях разлетелся ролик. Авторы утверждают, ЧП произошло в школе села Чукалы Дружановского района. На этих кадрах видно, в спортзале 2 мальчикам старший парень несколько раз кулаком бьет в грудь. Другой в это время держит закрытой входную дверь. В официальном сообществе муниципалитета сообщили, вопрос находится на контроле руководства района. Мы обратились за разъяснениями в Минобр. Как нам сообщили, для выяснения всех обстоятельств по данному факту создана рабочая комиссия. Мы следим за ситуацией. По поручению министра образования и науки Республики Татарстан Ильсура Гараевича Хадиуллина создана рабочая комиссия. Она сейчас занимается проверкой фактов, заснятых на видео, по итогам которой будут приняты надлежащие меры. Вопрос взят под личный контроль министра. К другим темам. Через 25 лет особая экономическая зона Алабуга намерена колонизировать спутники Юпитера. Об этом сегодня заявили на открытии штаб-квартиры Алабуга Политех. Это самый крупный образовательный центр в России по подготовке квалифицированных рабочих кадров. До 10 тысяч человек в год. В церемонии приняли участие райс Республики Рустам Минниханов, председатель правления банка ВТБ Андрей Костин и заместитель министра финансов России Ирина Окладникова. Что означает здание пирамида? Что ответила Алабуга Илон Маск и когда отправится экспедиция к спутникам Юпитера. Рамиль Шайдуллин о космических планах Алабуги. Уникальный объект, в котором сконцентрированы талант и энергия людей, уже работающих во благо нашей страны. Так просто и одновременно амбициозно в Алабуге говорят о новой штаб-квартире Политеха, где буквально каждый метр усыпан мечтами и инновациями. Рады приветствовать вас на торжественном открытии штаб-квартиры Алабуга Политеха. Поздравить студентов с новосельем приехали Рустам Минниханов, глава ВТБ Андрей Костин и заместитель министра финансов России Ирина Окладникова. В высокотехнологичной Алабуге прямо на экране они подписывают план ее перспективного развития на 25 лет. Просим утвердить и дать старт обратному отчету по включению спутников Юпитера-Ио. Европа, Калиста и Ганимед в ОЭЗ Алабуга. Штаб-квартира больше, чем головной офис. Это многофункциональный комплекс, в котором есть все для жизни и работы 2000 студентов и специалистов. Построено 706 квартир. Гостям показывают одну из них. Смотри. Откуда? Город Симферополь, Республика Крым. Город Херсон. Город Павлова, Нижегородская область. Город Толец. В таких номерах живут студенты. Внутри мебель и вся необходимая техника. Впечатления очень положительные, потому что я посмотрел другие общежития в моем городе, в соседнем городе, и мне очень не понравилось там. Здесь мне нравится планировка комнаты, обустройка, то есть в тех общежитиях нет духовок, стиральных машин элементарно, а здесь все это присутствует. Здесь все для полноценной жизни и отдыха. Многофункциональный спортивный игровой зал, спа-центр, зоны общепита, салоны красоты, коворкинги, детские и переговорные комнаты. С 1 по 9 этаж у нас могут проживать до 1692 человек. Далее еще плюс, то есть у нас получается в общей сложности 2000 человек проживания. На 1 этаже у нас 8-местные номера, на 400 человек. Со 2 по 3 этаж у нас 4-местные номера, с
5 по 6 этаж двухместные номера. Далее у нас одноместные номера. 18-этажное здание имеет форму пирамиды. По задумке архитекторов, в этом заложена философия особой экономической зоны. Словно по ступеням ты должен подняться на вершину успеха. На самом верху пирамиды прототип советского шаттла «Буран». Ведь с этого дня тема космоса для Алабуги одна из приоритетных. Я занимаюсь разработкой биотехнологий и проектировкой конструкций промышленных и капитальных объектов. Через 25 лет Алабуга намерена запустить экспедиции к спутникам Юпитера, развивать там тяжелую промышленность, сельское хозяйство, биотехнологии и строить хостелы. О столь космических задачах, возможно, уже знает Илон Маск. Накануне Алабуга установила билборд напротив офиса американского миллиардера в Лос-Анджелесе. На черном фоне изображена сама штаб-квартира, Юпитер, взлетающая ракета и фотография Сергея Королева с надписями «Илон Маск, как насчет спутников Юпитера? Сергей Королев в нашем ДНК» и «Поехали». Нет, дело не спрос, отмените. Для воплощения таких амбициозных планов нужны высококвалифицированные специалисты, и в Алабуге знают, как их воспитать. 8 лет назад здесь создали образовательный центр для обучения специалистов особой экономической зоны. Его назвали Алабуга Политех, колледж, где учащиеся со всей России осваивают и теорию, и практику. В первой половине дня обучаясь под наставничеством лучших инженеров на современном оборудовании, во второй садясь за парты и изучая программу среднеспециального образования. Когда ребята выпускаются с первого курса, переходят на второй курс, они full-time весь день с 8 до 5 работают, и потом у них вечером вечернее образование. Теория по спецдисциплинам от тех же преподавателей в колледже. В результате на выпуске мы что имеем? Мы имеем выпускника колледжа с дипломом среднепрофессионального образования, 19 лет, 3-4 года опыта на реальном оборудовании, на реальном производстве. Стоимость обучения одного студента около 1,5 миллиона рублей в год. Но для самих ребят оно бесплатное. Каждый поступающий заключает трехсторонний целевой договор с колледжем и резидентом особой экономической зоны, по которому он обязуется отработать 3 года. Начиная со второго курса к выпуску уже многие ребята завершают контракт и вправе выбрать, куда идти дальше. Почти все остаются, привлекают условия работы и зарплата. Вообще не тяжело. Узнали нас, что шли, нам это интересно. В то время как среднестатистический студент, он просто работает и сидит, грубо говоря, у родителей на шее. Мы сами себя уже обеспечиваем, живем отдельно. И первую неделю было тяжеловато, а потом уже привыкли. Главное, график держать. В планах Алабуги готовить на базе политеха до 10 тысяч специалистов в год. Этому поможет новая штаб-квартира и созданная здесь инфраструктура. А это место называется Assessment Center. Другими же словами, это огромная игровая комната, где студенты политеха в прямом смысле играют в компьютерные игры. Но не простые, а проверяющие навыки, приобретенные ими на учебе. Так, юристы должны успешно проводить сделки, экономисты не допускать финансовых рисков. Те, кто выигрывает, повышают свой общий рейтинг. Те, кто проигрывает, соответственно, наоборот. Поэтому это своего рода экзамен. На создание штаб-квартиры было выделено 7 миллиардов рублей. 53 миллиарда на развитие всей особой экономической зоны. Пока она остается самой успешной в Европе, через 25 лет в планах Алабуги стать лучшей во всей Солнечной системе. Рамиль Шайдулин, Алмаз Единов, ТНВ, Алабуга. Сейчас мы расскажем об удивительной семье с тройным счастьем. Речь о семье Скулкиных из Зеленодольского района. Летом у них родились мальчики-тройняшки. Это достаточно редкое явление. В прошлом году в Казани тройняшки родились в 4 семьях. У Скулкиных радости с рождения малышей не было предела. Но сейчас и сложности, умноженные на 3. Семья молодая. Как справляются родители? Есть ли государственная поддержка? И какая помощь сейчас была бы кстати для мамы? Вероника Гайнудинова все спросила. У нас есть первый ребенок, мы купили квартиру, сделали ремонт. Решили пойти за вторым ребенком, получается. Забеременела и узнала, что у меня будет тройня. На втором скрининге сказали. Алина Скулкина признается, с мужем были в шоке. Это не ЭКО, в роду даже близнецов не было. Тройняшки Арсений, Матвей и Ярослав родились 7 июля. Сейчас им почти 3 месяца. Спят в 3 кроватках, занимают почти всю комнату в двушке. Алина рассказывает, знала, что будет тяжело, но не настолько. Сижу дома неделю, чтобы, с детьми, чтобы погулять, мне очень тяжело с 3-го этажа спускаться. Мне нужен хоть один человек, получается.
Вот. И гуляю я 1 раз в неделю, когда у меня приедет хоть одна мама. Бабушки есть, говорит Алина. Обе работают. Одна живет в соседней республике, другая в Казани. Сами в Новой Туре. Есть сложности с питанием. Элементарно не хватает рук, чтобы одновременно кормить 3 богатырей, признается многодетная мама. Нелегко и с бюджетом. В месяц на тройняшек нужно порядка 130 тысяч рублей. В день уходит банка смесей и упаковка подгузников. 24 штуки. Это вот упаковка, которая уходит на одни сутки жизни 3 детей. В среднем где-то уходит порядка 30 тысяч на смеси. Потом где-то порядка 15-16 тысяч уходит на памперсы, на одежду где-то порядка 20-30 тысяч, потому что растут они очень быстро. Это носочки, пеленки, бодики, распашонки, маечки, так далее, так далее. При условии, что мы живем еще и в квартире, которая в ипотеку оформлена, но это уже наша ответственность. Есть сложности и с передвижением. Своя машина 5-местная. За рулем муж, маму, старшую дочь и тройняшек автомобиль уже не вмещает. Семья обращалась в социальное такси. Им сообщили, такая услуга предусмотрена только для людей с ограниченными возможностями. Чтобы нам в поликлинику поехать, допустим, нам надо детей по очереди возить. И так бы я всех собрала, все обследования сделала 4 детям. И получается, никуда не выехать. Нам надо одного ребенка старшего, получается, где-то оставить. А психологически ей сложно. Она и так говорит, что ее никто не любит. В Татарстане при рождении одновременно 3 и более детей предусмотрена единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка и ежемесячное пособие по 1000 на каждого малыша до 1,5 лет. В Сколково их получили, но такой поддержки, если честно говорят, не хватает. Так как я сейчас нахожусь в декрете, я работаю на полставки, поэтому приходится еще подрабатывать ночью. То есть там в такси, в доставке, где-то еще, чтобы какую-то копеечку добить и сколотить. Считаю, что я могу прокормить семью. Просто я на данный момент оказался в такой ситуации, что одному мне это уже не под силу. То есть супруга у меня занимается детьми, притом 4 детьми. Семья теперь считается многодетной. Думали, будут получать дополнительные льготы, которые положены. Но оказалось, их доход на 2000 превышает прожиточный минимум, и они не могут на них претендовать. Мы получили удостоверение многодетных, и выяснилось, что в нашей семье уровень дохода превышает прожиточный минимум по республике. И получается так, что нам ничего не положено. В Сколково обращались в Минсоцзащиты, в администрацию Зеленодольского района. Ответ один. Социальная няня или оплата ее услуги не предусмотрены. Мне няня необходима. Вот. Либо няня получается и машина. Хотя бы какую-то поддержку государственную там приобрести, помочь. Я не говорю то, что там взять, подарить. Хотя бы что-то как-то. Может, есть кредит какой-то там на минимальные эти ставки. Мы обратились к уполномоченному по правам ребенка в республике Ирине Волынец, чтобы узнать, какую помощь могут получить родители тройни. Она сообщила, выступила с инициативой выплаты при рождении тройняшек 250 тысяч рублей единовременно. Она направлена в Госдуму. Омбудсмен признает, таким семьям нужна дополнительная поддержка. Необходимо предусмотреть возможность предоставления социальных нянь, и такая семья, конечно же, нуждается в улучшении жилищных условий. По данному обращению мы сейчас работаем, как уполномоченный по правам ребенка, эту ситуацию держу на контроле, и в случае необходимости мы будем содействовать тому, чтобы мама все-таки могла справляться, чтобы ей была оказана вся необходимая поддержка. Поддержка семье нужна уже сейчас. Самое необходимое – это няня. Если есть желающие помочь, контакт семьи можно узнать через нашу редакцию новостей, позвонив по номеру 570 50 19. Вероника Гайнудинова, Алмаз Зиадинов, ТНВ, Зеленодольский район. В Татарстане продолжается декада пожилых людей. Сегодня их пригласили в ДК Ленина, Казани. Здесь весь день насыщенная программа. На одной площадке консультации от специалистов, услуги красоты, лекции на тему здоровья. Пенсионеры задали свои вопросы юристам и психологам, пообщались с представителями Центра занятости. В зоне красоты леди и джентльмены серебряного возраста сделали укладку волос, коррекцию бровей. Медицинские работники измерили сахар в крови и давление. На мастер-классах пожилые шили куклы из ткани, создавали пейзажи, делали декоративные игольницы. Я сразу попала в салон красоты. Там нас ухаживали и нам дали полезные советы. После этого
Мы пошли в другой стол, а там нам помогали собирать шкатулки и салфетницы. Это как-то вот меняет наш внутренний мир. Просто кругозор расширяется. Знаешь, что вот люди занимаются вот этим делом. Это же вообще умножение народных традиций. Эти мастер-классы нам что-то дают. Мы хотим больше узнать, больше чему-то стремимся. Все равно не то, что пожилые, но мы хотим тоже узнать все больше. Выставку творчества пенсионеров сегодня представили в Музее естественной истории республики. В экспозиции более 60 работ победителей конкурса «Ветераны, хранители национальных культур и традиций народов Татарстана». В этом году в социальном проекте приняли участие 3000 пожилых со всей республики. Пенсионер из Бавлов сплела сумку из газеты, другая из Альметьевска сделала композицию «Домик в деревне». Победительница конкурса из Муслюмовского района сшила куклы в национальных костюмах. В школах, в библиотеках они проводят мастер-классы. Эти бабушки, дедушки со своими изделиями, они обучают этому ремеслу других молодежь, чтобы народные традиции, обычаи не забылись. В Республике Татарстан сегодня активно развивается ветеранское движение. Это действительно люди очень заряженные, с активной жизненной позицией. Нам только остается восхищаться тем, как они проводят свой быт, как они выстраивают свое время. В декаду пожилых в Нижнекамске проведут более 200 мероприятий. Для этого из местного бюджета выделят 860 тысяч рублей. Пожилые люди по льготным ценам смогут воспользоваться услугами парикмахерских и бань. В городе пройдет ярмарка вакансий для горожан серебряного возраста. Мэр Нижнекамска Рамиль Мулин подчеркнул, льготные услуги должны быть доступны нижнекамцам не только в рамках празднования Дня пожилых людей, но и весь год. Я прошу, чтобы максимально мы охватили категорию наших ветеранов промышленности, ветеранов городского хозяйства, ветеранов социального обслуживания, социальной сферы, бюджетной сферы. Для нее каждый день – это новая цель. Если Париж, то нужно обязательно посетить Лувр. Если Грузия, то поклониться Грибоедову. Если Египет, то увидеть Национальный музей Каира. Несмотря на почтенный возраст, Саима Ахатовна Сабирова до сих пор преподает русский язык и литературу в Куликиминской школе Атнинского района. Заслуженный учитель Татарстана, отличник народного просвещения, является председателем местного совета ветеранов. А еще она любимая жена, мама и бабушка. Творчество, какого писателя мы с вами начали изучать. Ей 74 года, а любовь к делу всей жизни не угасает. Больше полувека Саима Ахатовна учит детей грамоте и открывает волшебный мир литературы. Здесь нет заученных фраз и скучных заданий. Мнение учеников – главная ценность. Уважение к учителю заслужено годами. Мы мальчики, мы очень любим попинать мяч, поиграть во что-то. Уроки Саимы Ахатовны становятся очень интересными. Она уже учитель со стажем, и она может нам на уроках рассказать свой жизненный опыт, истории из жизни, и может приукрасить нашу тему урока стихотворениями. Среди учеников Саимы Ахатовны руководитель администрации Раиса Азгат Сафаров. Его главные подарки – книги, говорит она. Саима Сабирова их бережно хранит в своей библиотеке. Не испугали учителя советской закалки ни ЕГЭ, ни цифровизация. Прошла компьютерные курсы, а интерактивная доска стала для педагога главным помощником. Нужно любить жизнь. Любить жизнь. Потому что, помните высказывание Николая Островского: «Самое дорогое человека – это жизнь. Она дается ему один раз, и прожить ее надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, чтобы не жег позор за подленькое и мелочное прошлое, и чтобы, умирая, смог сказать: вся жизнь и все силы были отданы самому прекрасному в мире – обучению детей для меня». После 6 уроков русского и литературы в день жизнь только начинается, шутит Саима Ахатовна. Председатель Совета ветеранов всегда на связи со своими серебряными и золотыми подопечными. Лекарства, продукты, да и просто справиться о здоровье. На все она находит время. Вот и сегодня спешит поздравить каждого с Днем пожилого человека. Она не только меня, всем ветеранам помогает. Все успевает, и на работу успевает, и дома она все в порядке у нее. И везде она такая. Вот это Мона Лиза.
Я всегда вспоминаю Джоконду, Леонардо да Винчи. А это Йоганн Вольфганг Гёте. В человеке все должно быть прекрасно, уверена Саима Ахатовна. В палисаднике возле дома с мая по октябрь цветут заморские розы. В доме всегда пахнет выпечкой. Крепкая семья Сабировых пишет свой роман уже 52 года. С мужем они воспитали дочку и сына, теперь радуются успехам внуков. Многие живут вдали от них, но даже за тысячи километров любовь к бабушке не угасает. Частые звонки из Индонезии от внучки – дело привычное. Я тебя очень сильно люблю и очень сильно скучаю. Я тебе желаю крепкого здоровья, такого, чтобы мы еще столько же с тобой виделись и общались. У нас равноправие. Я, конечно, всегда прислушиваюсь. Были времена, когда было очень трудно, но она, вот как настоящая жена, всегда меня поддержала. Саима Сабирова уверена, залог активного долголетия – это любовь к работе, семье, близким. Год рождения у нее записан в паспорте, который хранится далеко на антресолях, а в душе ей всегда 18. Алия Хайрудинова, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Атнинский район. Отопление в детских садах и школах запустить до наступления холодов, поручил сегодня на совещании глава Альметьевского района. Этот вопрос Тимур Нагуманов поднимает уже несколько собраний подряд, однако даты все время смещаются из-за аномально теплой погоды. Начальник управления образования района доложил, отопление запустят 9 октября. Градоначальника такой ответ не устроил. Сегодня мы ситуацию промониторите, если будет необходимость, мы на этой неделе по детским садам работу уже начнем. Но в целом, исходя из погоды, температуры пока ориентир 9. Но готовность должна быть уже 100% сейчас. Не трогайте этот островок природы. Казанцы выступили против возведения моста в русско-немецкой Швейцарии и требуют перенести строительство перехода в другое место. Нашли ли активисты понимание у властей? Читайте в интернет-газете «Реальное время». В молодежном парламенте при Госсовете Татарстана развеяли мифы о работе одного из ключевых предприятий региона «Казань-Оргсинтеза». На заседании его представитель рассказала интересные факты и ответила на вопросы молодых парламентариев. В большей мере внимание уделили вопросам экологии, которые волнуют многих казанцев. Подробнее в нашем материале. Развею мифы, которые приписывают нашему предприятию за многие годы. Молодым парламентариям о работе «Казань-Оргсинтеза» на языке молодежи рассказала эксперт по экологии и лидер молодежного движения по направлению волонтерства Анастасия Романенко. Она отметила, в этом году у предприятия 2 юбилея. 65 лет со дня основания, 60 лет с момента выпуска первой продукции. При этом средний возраст технологических установок – 17 лет. За последние 20 лет были модернизированы около 80% основных мощностей. И за это же время, за 20 лет, снизились удельные выбросы на 43%. Члены молодежного парламента смогли получить ответы на все вопросы. Я как житель авиастроительного района наблюдаю очень часто запахи и хотела уточнить, как можно провести вот экспертизу. На встрече объяснили, Центральная заводская лаборатория ежедневно проводит исследования качества воздуха на жилплощадке. Также с этого года начала работу мобильная экологическая лаборатория. Результаты мониторинга есть на сайте и в соцсетях. За 3 квартала этого года сделали около 4500 замеров. «Казань-Оргсинтез» находится в крупном промузле. Нас окружают крупные предприятия. Для нашего предприятия установлена санитарно-защитная зона, за пределы которой не распространяется воздействие «Казань-Оргсинтеза». Вещества рассеиваются, и это подтверждается результатами аккредитованных лабораторий. Качество воздуха соответствует всем санэпид-нормам. Как отметили участники, они узнали много нового и теперь смогут квалифицированно рассказать о «Казань-Оргсинтезе». Получилась приятная встреча. Более того, уже после заседания нам рассказали, что есть грантовый конкурс Сибура, и надеемся, что в этом части мы тоже посотрудничаем, опубликуем на наших порталах. Когда молодежь узнает о реальных событиях, происходящих в рамках экологической повестки, для нас это очень хорошо и очень полезно. У Сибура политика открытости. Осенью прошлого года «Казань-Оргсинтез» запустил программу промышленного туризма. В марте начал работу общественный совет предприятия. Компания реализует просветительские проекты, открытые дискуссии об экологических трендах и зеленых технологиях. Мы продолжаем нашу специальную рубрику «Своих не бросаем». В ней говорим о журналистских репортажах из зоны СВО, показываем видеоматериалы о том, как там живут мирные жители и с какими испытаниями им приходится сталкиваться. Как сообщает сегодня администрация Новой Каховки, в результате очередного обстрела ВСУ в населенном пункте погиб 59-летний мужчина. Обстрел велся артиллерией и минометами по жилым домам и гражданской инфраструктуре. Россия продолжает специальную военную операцию на Донбассе, потому что мы своих не бросаем.
Если вы хотите помочь жителям Донбасса, то можете записаться на контрактную службу. Соглашение подписывается на год и больше. Для военнослужащих контрактной службы и их семей предусмотрены материальные выплаты. Вся подробная информация есть на сайте Герои Татарстана. Детали можно уточнить, позвонив на горячую линию 117 или в военкоматах по месту жительства. В Татарстане испекли губадию диаметром в 1,5 метра и отправили заявку на включение в Книгу рекордов России. До этого в республике пекли самый большой чак-чак, и он попал в Книгу рекордов Гиннесса. Самый большой балеш с полбой испекли в Кукмаре, а еще были гигантский балеш в Балтасях, огромный баурсак в Казани и даже самая большая порция обрядовой удмуртской каши с гусятиной. Свидетелем очередного исторического события стали участники гастрономического фестиваля в поселке Осиново. Представители министерств и ведомств республики. Повара раскатывают тесто на специально приготовленном круглом столе. Рядом специально сделанная печь диаметром не менее 1,5 метров, чтобы туда поместилась губадия. Кстати, сковорода таких же гигантских размеров, скалка длиной около 2 метров. Наблюдают за кулинарным событием российского масштаба сотни людей. Сегодня уникальный случай в Осиново, в поселке Осиново, Зеленодольского района. Готовится балеш, губадия, он где-то 130 килограммов веса, в общем 150 в диаметре. То есть это претендент, кандидат на рекорд по России, так скажем. Мы будем за это болеть. Губадия – национальное татарское блюдо. Это многослойный пирог со сладкой начинкой из риса. Его здесь 20 килограммов, а еще привезли по 15 килограммов корта, изюма и сливочного масла. Готовят профессиональные повара. Девочки всю ночь готовили. Сперва кырт надо очень долго готовить. Они уже неделю готовили кырт. У поваров ноги, голова и рука работает. Как говорят организаторы, фестиваль должен повысить узнаваемость губадии как одного из любимых блюд татарской кухни. Наша губадия готова. Сейчас ее дегустируют 250 человек. Давайте узнаем, какая она получилась на вкус. Здравствуйте, скажите, как вам губадия? Прекрасно. Татарское национальное блюдо, которое готовится с давних пор. Когда готовят такие повара, прекрасно просто. Я не могу подобрать слов. Спасибо большое за такие праздники. Почаще надо такие праздники делать. Губадия отличного качества, очень вкусная. По-домашнему очень вкусная. Мы вот живем в Салават-Купре с супругой, да? Специально позвонили в город Казань, пригласили старшего сына. Первым губадию отведал Фаиль Хусаинов. Он выкупил свой кусок на аукционе. Чувствуется, что она вот именно приготовлена с любовью, и размер ее нисколько не испортил. Она, наоборот, стала вкуснее, считаю. В нашей республике еще ни разу не пекли большую губадию. Это первый опыт и первая заявка на рекорд. Но жители помнят, какими вкусными были рекордные чак-чак, баурсак, балеш и каша. Зарина Закирова, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Зеленодольский район. Это были новости Татарстана. Еще больше информации в нашей группе ВКонтакте и Телеграм-канале. Далее прогноз погоды с Наилем Дзехате. До встречи в 21:30. Здравствуйте! Исянмысыз. Осень по-настоящему вступает в свои права. Синоптики обещают долгожданные дожди. Подробнее через несколько секунд. Изготовление любой корпусной мебели от Данил Мастер в октябре со скидкой 10%. Не откладывайте на завтра свою мечту о новой кухне или шкафа-купе по вашим размерам. Узнайте подробности по телефону в Казани 2 167 166. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Арске, Богатых Сабах и Балтаси температура днем составит всего 14-15 градусов тепла. Ночью будет около 5. Пасмурно, повсеместно дожди. В Буинске, Тетюшах и Дрожжаном тоже облачно и дождливо. Температура днем составит 15-16, ночью около 6 градусов тепла. В Мамадыше, Нурлате и Черемшане будет теплее, днем до 18 градусов. Местами пройдут дожди. Ночью будет до 5 градусов. В Набережных Челнах, Агрызе и Менделинске до 17 градусов днем и около 6 градусов ночью. Здесь также пройдут дожди. В Альметьевске, Бавлах и Лениногорске местами осадки. Температура днем 17-18, ночью 5-6 градусов тепла. В туристических городах Татарстана неделя также начнется с дождей. В Свияжске облачно с прояснениями, временами дожди. Температура днем до 16, ночью до 6 градусов тепла.
В Болгаре такая же погода, облачно и осадки. Днем 16, ночью 6 градусов тепла. В Елабуге чуть прохладнее. Днем воздух прогреется лишь до 15 градусов тепла. Ночью будет около 6. Также осадки и облачность. В столице Татарстана будет облачно с прояснениями, пройдут дожди. Температура днем поднимется до плюс 16 градусов, ночью будет плюс 8. Атмосферное давление 754 мм ртутного столба. Ветер западный умеренный, влажность 65%. Магнитное поле Земли спокойное. Это все о погоде. Я с вами прощаюсь. До встречи.